Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. И в силу того, что Господь щедр на моменты, которые не хочется останавливать. В общем, друзья, у нас уже это входит в практику. Мы опять, закончив передачу, мы пытаемся делать их, как видите, немножко короче, чтобы было у вас время, когда посмотреть, пообщаться. Мы прекрасно понимаем, что жизнь тяжелая, в ней нет слишком много времени на то, чтобы смотреть еще и наши передачи. Поэтому мы пытаемся вам помочь, сокращаем их, чтобы хоть что-то донести. Так получается, что как только мы заканчиваем передачу, у наших друзей здесь присутствующих, у наших операторов появляется масса вопросов, и как-то передача продолжается сама собой. Раз мы ту закончили, а вопросы появились, и мы опять поговорили, значит, здравствуйте снова, друзья, потому что для вас это другой день, а для нас это сегодня. Игорь Михайлович, столько людей выражали огромную благодарность за то, что наши вот такие передачи выходят чаще, и они очень благодарны за то, что есть у них такая возможность почаще присутствовать в такой Друзья компании. Мои, у нас есть такой негласный лозунг: если жизнь подкидывает вам лимон, сделай из него лимонад. Нам подкинуло большой лимон, значит, будет много лимонада. Да. Правильно? Поэтому мы используем любую возможность, чтобы хоть как-то пообщаться с вами. Да, хотелось бы вживую, хотелось бы глаза в глаза, хотя поверьте, все вы рядом с нами. Все мы в одной точке. В этом и вся простота и сложность этого мира. И для того, чтобы разобраться в нем, немножко, правда, нужно приложить усилия. Немножко пройти, скажем, неприятные моменты, сомнений, тирании, диктатуры сознания. Все это проходит, друзья. Все проходит, поверьте. Если вы стоите на пути духовном, если вы чувствуете Господа Бога внутри себя, Его нет во внешнем. Да, Он есть в наших друзьях, но здесь еще один феномен. Он есть в Татьяне, Он есть во мне, Он есть в тебе, мой друг. Но разве Он есть еще где-то? Нет. Он в нас или Он во мне? Знаете, это очень сложный вопрос на самом деле. Почему? Потому что Он просто есть. Он есть. Значит, есть и мы. И все эти пространства, расстояния — это все иллюзия. Это такая же иллюзия, как вчерашний день. Но мы же знаем, что вчерашний день был. Но разве мы уверены в том, что будет завтрашний день? Мы надеемся на то, что он будет. Но мы четко знаем, что есть сейчас. Правильно? И это сейчас нужно прожить легко и в радости, в любви. В любви с Богом. И тогда мы все в одной точке. Мы разделены, но мы все вместе. Нас много, но мы всего лишь одна единица. И это начинаешь понимать лишь тогда, когда искренне любишь Бога, когда чувствуешь Его любовь, когда ты чувствуешь всех. И тогда ты понимаешь, что ты мой друг во мне, а я в тебе. И что мы составляем единицу целого. И тогда чувствуешь неразрывную связь с Богом и со всеми, кто с Ним. Все очень просто. И об этом говорили испокон веков. И тогда все упрощается. И никакие образы вам не помеха. И ничто не может вас остановить на духовном пути для того, чтобы вы обрели жизнь. Потому что эта жизнь внутри вас. И вы являетесь этой жизнью. И тот источник бескрайний, он становится вашим источником. И тогда и вы можете делиться этой любовью с другими, потому что ее слишком много. Но для этого нужно научиться просто любить Бога, прийти к этому. Несмотря на все сопротивление сатаны. Все просто, друзья. Стать частью безбрежного океана жизни, излучая вот эти волны жизни. Правильно. Когда ты становишься частью океана, ты становишься самим океаном. Вот в чем смысл. И в этом сила и могущество, которое чувствуют очень многие, когда они подходят к состоянию крайнего предела. Я не говорю, что на крайний предел, а даже когда к нему подходят,
люди чувствуют вот эту силу и безбрежность. Они понимают, что даже мысль в голове, которая порождается, она способна создавать Вселенную. И это правда. Это как раз, знаешь, вот, по-моему, самое-самое ценное, что может обрести человека. Любовь, которая создает и порождает всё. Это самое простое, что может создать человек. Пожалуй, это единственное, что может создать человек в этом мире. Но это открывает ему такие возможности и возносит его на такие высоты, что понять нашим сознанием это невозможно. Но на уровне чувственного восприятия, на уровне личности каждый человек это знает и понимает. Вот в чем феномен. Истинное созидание — это приумножение любви, получается. Это то единственное, А что любовь может это и создать есть человека. созидание, конечно. Ведь это ж процесс творения, это процесс создания. И это прекрасно. И здесь уже нет никаких помех. Хотя, опять-таки, если человек отвлекся, ну, вместо того, чтобы нырять в океан, он запутался в пенопласте, ну, конечно, немножко может создать проблемы. Ну, друзья мои, поверьте, даже проблемы, какие бы они ни были на духовном пути, они нужны. Они нужны для того, чтобы мы закалялись. Или, как говорят, чтобы ангелы оперялись. Да? Ведь, знаете, все нужно заслужить. Через все можно пройти, если у тебя действительно есть цель. Ну, хорошо, когда твоя цель ведет тебя к жизни. Вот тогда это хорошо, тогда это интересно. Но так же. Да. И образы, ничего нового тоже нет в них. Знаете, как по образу и подобию Божьему, начиная отсюда. Образу и подобию Божьему. Подобию, да. А при чем здесь образ? Простой вопрос. Разве Бог имеет образ? И вот ответ. Система все перекрутит. Ну, то такое дело. Но образ — это сильнейший инструмент, благодаря которому мы можем изучать невидимые нам вещи. Или, скажем, проводить мысленные эксперименты. Ведь мы же все равно создаем образы, да? Но они рабочие, короткоживущие. И вот знаете, что интересно? Если мы создаем рабочие образы для изучения, там, не знаю, в науке, чего-то, то есть как инструмент, мы их потом даже вспомнить не можем. Почему? Потому что они не интересны системе, они не держат нас. Вот что интересно. А вот глупость, то, что не нужно, вот эти фантомные всякие лица, знакомые друзья, они как якоря прям, которые вырвать невозможно. Они как, знаешь, как деревья, пустившие в нас корни, которые питаются нашей жизнью. Вот в чем беда. Так что, друзья, прежде чем сажать в себе что-то, думайте, надо ли оно вам, это дерево внутри. За собственным огородом и полянкой надо следить. На лужайке, на вашей, должна быть тишь да гладь. Птички вот должны петь, и небо должно быть чисто внутри вас. И кроме солнышка, то есть любви Божией, ничего не должно быть. Не подселяйте туда всякие образы, не втягивайте туда ненужные вам, скажем так, тяжелые предметы, и все будет хорошо, носить легче будет. Ну разве не так? Вот, ладно, расскажу. Можно провести такой вот интересный эксперимент, друзья. К примеру, начните думать банально, это просто. Знаете, мы все равно много думаем, мы все равно создаем много образов. Давайте сделаем это с пользой. Начните думать о чем-то большом и тяжелом. К примеру, чемодан, нагруженный камнем. Цвет, размер выберите любой, который вам нравится. Но вспоминайте его раз 20 в день. Вот думайте, как вы его поднимаете, как вы его носите. И вы увидите, сколько энергии с вас уходит. Почему? Ведь это же в мыслях. Вы же его не носите физически. Вы всего лишь представляете, как вы его переносите, как вы его поднимаете. Вот идете на работу, берите его мысленно с собой. Вы даже на работу придете, будете чувствовать себя уставшими.
Кто не хочет, друзья, не делайте. Это отнесем к шутке. Но тем, кто не верит и хочет проэкспериментировать, пожалуйста, проэкспериментируйте, только добросовестно к этому отнеситесь. Со всей ответственностью, к чистоте эксперимента. Пришли домой, тоже чемодан принесли, по работе где-то ходите, берите его с собой, представляйте. И четко представляйте его вес, размер, габариты. И вы увидите, на что способна ваша фантазия в физическом плане. Вот так и исчезает наша жизнь. А мы создаем фантомы, образы, с кем мы спорим, беседуем. Как бы это все не по-настоящему. Оно не по-настоящему. Оно ничего вам здесь не дает в этом материальном мире. Но оно реально и по-настоящему забирает вашу жизнь, забирает вашу энергию. Так стоит ли таскать этот чемодан? Хорошо, если еще ручка есть. Вы знаете, кто хочет усложнить, оторвите ручку, носите неудобно чемодан. Чемодан без ручки, но крайне тяжел. Так еще интереснее. Правильно? Так что образ как файл. И неважно, подключен компьютер к электричеству или нет, файл-то сохраняется. Достаточно его активировать, дать больше энергии в него, и он проявляется, правильно? А так он лежит, скажем, в неактивном состоянии, но он-то никуда не исчез. Достаточно его сделать активным. А что нужно для того, чтобы сделать его активным? Подать сигнал, подать электроэнергию, правильно? И чем больше энергии, тем он активнее. Все очень просто. Знаешь, вот настолько все фрактально, если честно смотреть, вот одно повторяет другое. Как бы ни развивалась наша наука, она все равно, друзья, будет повторять элементарные вещи, которые были всегда. Ничего нового нет. Все друг друга повторяет. Так мир устроен. Не стоит самому себе вырывать крылья. Не Таким стоит, образом. конечно. Зато понять можно. Оно же, знаешь, сознание всегда во всем сомневается, все подвергает сомнению, поспорить и тому подобное. А вот факты реальные. Да. Они Контраргументы такие для не него. просто контраргументы, а реальные факты, которые ставят в тупик наше же сознание. Боится фактов и практики. И правда. И правда. Больше всего дьявол боится правды. Да. Знаете, и больше всего он боится, когда мы Бога любим, а с Него смеемся. Вот тогда он пугается. Так что, друзья, Бога надо любить. И не надо бояться сатану. Максимум, что он может сделать, это забрать ваше тело. Максимум. Но он никогда не сможет навредить вам как личности, если вы в любви с Богом и в жизни с Ним. Так же все просто, друзья. Так что образы имеют силу лишь тогда, когда мы их наделяем таковой. Не нужно этого делать. Как говорят в исламе, самое главное — это очистить свою внутреннюю Каабу от вот этих образов. Вот так, как пророк очищал от идолов Каабу, вот так нужно каждому человеку очистить свою внутреннюю Каабу. Внутреннюю. Вот какой пример должен быть. А не с дома выносить фотографии и образы. Если уж берете пример с величайшего из людей, то берите полностью. Не то, как он одевался или как он говорил и как он выглядел, а как он поступал. И с какой любовью он относился к Аллаху. Вот с чего надо брать пример. Пример любви. И верность. Верности Аллаху. Не на словах, а на деле. Знаешь, Человек воспринимает любовь — это когда о нем заботятся, а он ничего не делает. Да. А здесь наоборот. настоящая первый любовь, проявляешь когда любовь. ты любишь. Знаете, вот все хотят, чтобы их любили. И вот меня любят, значит, вот все хорошо, да? Вот, ты меня любишь? Да, люблю. А в мыслях Бог знает где, неизвестно о чем, там думает о новой резине на автомобиле. Ну что, не так? Почему? Потому что все входит в привычку, еще что-то. А вот когда есть другие взаимоотношения, настоящие. Я скажу проще, если хочешь, чтобы тебя любили, научись любить сам. А еще я скажу гораздо правильнее. Если хочешь любви, люби. И не важно, любят тебя или нет, важно, любишь ли ты. Ну и также, скажем, важно, что ты называешь любовью и что понимаешь под словом любовь. Разве не так? Ведь у нас все извратительно, даже святое. Все. Но трудно сатана. И страшно, когда он доминирует в головах людей.
Да знаешь, даже святая истина превращается в горшок пустой. Вот в чем беда. Сатана не ценит ничего, потому что он не знает, ему это неведомо, ему это не нужно. Его это пугает, потому что истинное проявление любви в вас — это как приговор тому бесенку, которого в вас подселил сатана. Конечно. Какая же может быть любовь у сатаны к Богу? Вы сказали, хочешь любить — люби. И вот вы знаете, вы когда-то рассказывали про то, что пример про рыбалку, про то, что когда… Ну это же так. Ну, расскажу нашим друзьям, может быть, интересно. Знаете, вот, потому что мы многие намереваемся вот что-то делать. Вот я завтра начну любить. Ну как ты завтра начнешь любить? Знаете, это вот мы как-то разговаривали, я просто рассказал. К примеру, вот собрались мы с Татьяной идти на рыбалку. Ну, собрались, захотели. И начинаем думать, а что мы возьмем, а какие снасти, а на какую рыбалку, на какую рыбу мы пойдем, а какой прикорм. И вот так месяц, два, три, зима пришла, весна, лето, зима, а мы все думаем, да? А есть другой вариант. Собрались на рыбалку, взял удочку и пошел. Вот как надо поступать в духовном плане. Если ты чувствуешь, что ты хочешь любви, начни любить прямо сейчас и не откладывай это на завтра. Многие скажут, а как, я ж внутри-то я пустой. И это правда, потому что внутри нет любви. Внутри есть проблемы, заботы. Ну, может быть, какие-то ласки внешние, слова теплые от кого-то. Слова — да, а внутренне. А внутри пусто. И что нужно для этого делать, друзья мои? А для этого надо как раз и учиться любить. Путей много. В любой религии есть зерна. Ищите в своих религиях эти зерна и идите по этому пути. Ведь масса людей через любую религию приходили к Богу, если действительно стремились. Хотите более простого пути, ну, скажем так, когда и сознанию перечить нечего, пожалуйста, используйте духовные практики. Идите. Главное — стремитесь. Если человек идет, он обязательно дойдет. А когда мы сидим и думаем о том, что мы идем, мы тратим силы, тратим жизнь, тратим время, но мы остаемся сидеть на месте. И вот в этом наша беда, что дьявол нам рассказывает, что завтра мы пойдем, а на самом деле заставляет нас сидеть на месте. Не слушайте дьявола. Встал и пошел. И все будет хорошо. Разве не так? Да. И никакие образы вас не удержат. Хотя образы — это тоже серьезно. Серьезный камень на вашем пути. Но он серьезен лишь тогда, когда вы его поддерживаете, когда вы его формируете, и когда только им и заняты. Ну, знаете, перестаньте кормить этот камень, и он исчезнет, как мыльный пузырь с вашей дороги. Всего лишь навсего, как и все остальное. Как любые проблемы здесь, стоящие на духовном пути. Все иллюзия. И все исчезает. Когда зарождается любовь, нет перед ней никаких преград. И в этом смысл величия Бога. Просто знаешь, нужно это испытать. Тяжело рассказывать людям, а им еще тяжелее понять то, с чем они не соприкасались, понимаешь? Вот как можно объяснить человеку, не имеющему опыта и не вкушавшего живой воды, знаешь, который пил все время мертв? Как рассказать, в чем отличие живой воды от мертвой? В жизни. Но если человек не видит этой жизни, если он всю жизнь был рабом сатаны, счастье, а для человека счастье — это, банально, пару лишних монет в кармане, то ассоциация с счастьем для него — это количество монет в кармане. Вот что тяжело. Но каждый чувствует и понимает. Каждый понимает, что такое жизнь. И вот хочешь найти ее, ищи оно в тебе. Ее нет во внешнем. И ни в ком другом ты рядом с собой не найдешь это счастье.
Счастье в тебе, друг мой, и любовь в тебе, причем бесконечно. Приложи усилия, и все будет. Правильно? Да. Не корми образ и не отдавай свою любовь образу, отдавай ее Богу. Образы не вернут. Обратно тебе ничего. Все, что даешь, все туда и уйдет. А Бог, истинную любовь, настоящую, Он возвращает старицы. И это прекрасно. И вы знаете, очень многим людям помогает начинать свои первые шаги именно с искренней благодарности Богу. Вот А с с этого этого и надо чувства. начинать. Потому что сознанию трудно быть именно благодарным. Конечно. Сознание все А надо его заставить своей быть ценой, благодарным. что это все моя заслуга. А вот здесь именно благодарность миру духовному, Знаешь, благодарность Богу. А если быть честным перед Богом и перед самим собой, то благодаря тем трудностям, которые ставит сознание, человек и зреет как ангел. Благодаря тому, что он переступает через эти проблемы, которые ему создает сознание. Благодаря тому, что он может переступить через само дьявола, он обретает жизнь. А если бы не было этих препятствий и не было бы дьявола, разве бы человек смог стать ангелом? Нет. Он бы не вырвался из этого бытия, потому что ему бы не с чем было сравнивать. Как бы он получил опыт? Никак. Поэтому, знаешь, даже препятствия, даже проблемы, даже суета, ну и все земное, оно является трамплином для прыжка. Но это лишь тогда, когда ты стремишься к Богу. А если ты просто фантазер, то никуда ты не взлетишь. Фантазии и образы в голове, они пусты. Как мыльный пузырь сам лопнешь и останешься на месте. В этом правда. Возжелать надо, возгореться и поблагодарить Бога даже за те трудности, которые когда-то были созданы. Ведь и дьявол — это всего лишь мгновение мысли самого Бога. Для Бога он ничто. Для нас он, конечно, правитель Вселенной и наших судеб, если мы его рабы. Но если мы свободны, то ничего он нам не сделает. Разве может он иметь власть над Богом? Я скажу проще. Может ли ничто доминировать над всем? Конечно, нет, потому что оно ничто. Вот вам и ответ, друзья. Задумайтесь над этим. С кем вы? Чего вы хотите достичь в этой жизни? Ничего или всего? Но не в материальном плане. Что бы вы ни достигли здесь, в материальном плане, все здесь и останется. Игорь Михайлович, вот вы сказали, что вот эти преграды на духовном пути — это своеобразный трамплин. И вы знаете, ведь на практике так и получается, что в момент, когда ты сталкиваешься с преградой, когда ты проявляешь вот эту силу духа, силу любви еще большую в этом моменте, ты вдруг понимаешь, что преграда куда-то исчезает, а ты по инерции Двигайся. вот этой силой приложенной Конечно. продвигаешься вперед. И еще дальше, чем мог бы И до еще этого. дальше, чем ты мог бы без этой преграды. Конечно. Поэтому так оно и есть, что это В этом и действительно милость победа Бога. любви. В этом действительно Его сила. В том, что Он нам помогает даже здесь. Ведь все было всего лишь мгновением Его мысли. Но даже в этих препятствиях, которые создавались для того, чтобы мы зрели, и в них любовь Божья заложена. Да, и мудрость. Бога. Если правильно подходить к этому. Поэтому Бог настолько и велик. Его есть за что благодарить, Его есть за что любить, по-настоящему. За жизнь, за шанс, за возможность. Ведь Он вам ее дал. И важно теперь не утратить этот шанс. Вот что важно. Но, к сожалению, многие этого не понимают. Сатана сбивает, наделяет другие мертвые, заведомо бессмысленные цели ставит человеку. Создает ему такие иллюзии, такие образы навязывает, что человек тратит жизнь, чтобы достичь пустого. Вот что страшно. Вот эти образы страшны. Убивающий человек, заменяющий истину. Ну, опять-таки, все от человека зависит.
Человек наделен свободой выбора. Он может выбирать, что хочет. Хочет жить, значит, выбирает жизнь. Хочет быть рабом сатаны и умереть, значит, выбирает быть рабом сатаны. Ведь никто не запрещает и не мешает. Никто не имеет власти над выбором человека. Разве это не круто? Вот в действительности это очень круто. И действительно это настоящая свобода. Это настоящая милость, которую каждому из нас дал Господь. Разве хотя бы за это мы не должны благодарить Его? Должны и обязаны. Так же? Да, А все начинается с чего? С благодарности. да. С простой благодарности, с осознания. А потом и любовь приходит. С искренностью в этой. Действительно, язык Бога — это только язык любви, только язык Другого искренних нет. чувств, только язык искренней вот этой благодарности. И это так здорово, что он ничего другого не слышит. И вот правильно многие ребята наши делились, что это самый лучший учитель, что Бог — это самый лучший учитель, потому что Он слышит только язык любви. И потому что Он милостив. И Он самый надежный друг. Он всегда протягивает вам руку. Вопрос лишь в том, протягиваете вы в ответ своим. Вот в чем смысл. Это такой простой элемент выбора, но тут же вмешивается сознание. И опять заваливает образами и желаниями. Господь протянул руку, значит, нужно что-то попросить. Знаешь, Нуждается что? в тебе. Да. И тут же начинается весь список как джина. Нет, друзья, Бог не джин. Ну а сатана, он есть сатана. Чуть не просить, требовать, правильно? Поэтому не стоит, знаете, к дьяволу относиться с каким-то требованием. Он просто дьявол. Это его работа. И вот когда это осознаешь и понимаешь, жизнь становится намного проще. Поэтому взрослейте, друзья, быстрее, и все будет хорошо. Правильно? И образы тоже. Разве они помеха? Мешают, да. Но лишь тогда, когда имеют власть над тобой. Потому что образ — это порождение сатаны. Это его демоническая суть, это грязь. Разве может чистота быть там, где есть грязь? Простой вопрос. Разве не так? Поэтому и сказано было, что ангел не войдет в дом тот, в котором есть образ. Все просто. Мы за чистоту выбора, За свободу выбора. за свободу выбора. Здесь и сейчас. Знаете, вот опять-таки, у дьявола есть вчера и надежда на завтра. А у Бога всегда сегодня, всегда сейчас. Так что, ладно, друзья, ведь сейчас и вы с нами. Нас разделяет время, нас разделяет пространство, а мы ведь рядом. Сейчас здесь, в одной точке. И временной одной точке, и пространственно. Вы видите нас, мы чувствуем вас. Мы взаимодействуем. Взаимодействуем в одной точке и прямо сейчас. Вот в чем феномен. Да, а для сознания наших зрителей это уже другой день. Но другой ли? Вот в чем вопрос. Или мы все в одной точке. А мы все в одной Времени и точке. пространства. Времени и пространства, которое выходит и за ихний другой день, и за наш этот день. Все гораздо сложнее и гораздо проще. Просто это выходит немножко за рамки понимания, восприятия нашим сознанием. Ведь в действительности для материи есть время, есть пространство. Даже для нашего сознания есть время и пространство. А для нашей личности и для нас, для нашей любви, для нашего чувственного восприятия друг друга нет ни времени, ни пространства. Если мы контактируем, знаете, с помощью наших глаз, нашего слуха, мы ограничены. Но если мы контактируем с помощью любви Божьей, с помощью истины, с помощью своей сути, если она божественна, если она жива, а не мертва,
то нет ни времени, ни пространства, друзья мои. И это правда. Знаете, лишь заведомо мертвый не слышит зова Божьего. Заведомо мертвый не чувствует его любви, потому что он умер, даже будучи живым. И здесь, понимаете, вот настолько проявляется милость Божья, которая может даже мертвого сделать живым. Заведомо мертвого сделать заведомо живым. Разве это не милость? Разве это недостойно нашей любви, недостойно нашего уважения? Вот в чем смысл. Великая возрождающая любовь. Да. Любовь — это жизнь. Но понять это можно лишь тогда, когда ты с этим соприкоснулся, когда ты открыт. Ведь Бог никогда не закрывает двери перед человеком. Человек закрывает эти двери перед Богом. Вот в чем вся проблема, которая есть. Но опять-таки он закрывает эти двери лишь потому, что к нему зашел сатана. Вначале пытаясь скрыть от Бога того, кто к нему зашел. Знаете, как дети. Заходит друг и прячет от мамки. Все проходит, все повторяется, все иногда заново сбывается. Но жизнь, она одна. Если ты ее не обрел, то у тебя, друг мой, никогда не будет такого шанса. Никогда. Пользуйся тем, что Господь протягивает тебе руку. Пользуйся этим. Всего лишь любовь, но настоящая. И твой мир изменится. Он станет из заведомо мертвого. Твой, друг мой, мир станет вечно живым, и ты в нем. Разве это недостойно тебя? Задумайся об этом. Так ведь? Жизнь того стоит. Жизнь стоит того, друзья, чтобы перестать служить сатане. Это правда. Когда человек идет по духовному пути, происходит вот это внутреннее преображение человека, и ему открывается иная реальность, настоящая реальность. И вот это называют духовным видением. И вот люди еще задаются вопросом: а как понять, что у меня уже есть вот это духовное видение? Ну да, вопрос хороший. Знаешь, можно ответить по-разному на этот вопрос. А можно ответить и молча. И вот здесь, в молчаливом ответе, многие поймут, есть у них духовное видение или у них есть иллюзия. Попробуем? Давайте. И в этом простом ответе кроется истина. Каждый себе даст правильный ответ. Есть в нем духовное видение или в нем бесенок бесится, не принимающий любовь Божью. И нужно человеку еще работать над собой много и упорно, чтобы укротить вначале этого бесенка, а потом становиться на путь духовный. Хотя это тоже путь духовный, друзья мои. Даже первый шаг по укрощению в себе вот этого беса, собственного сознания, это уже дорога к Богу. И с этого тоже можно начинать, и нужно. Иногда, знаете, мы думаем о себе слишком хорошо. Сатана нам подсказывает, что ты такой духовный, ты чувствуешь, ты понимаешь, тебе многое открылось. А когда мы сталкиваемся действительно с Божьим проявлением, то чувствуем страх, трепет, ненависть,
Или такой голос: да ты ж ничего не чувствуешь. Но здесь дьявол говорит о себе. И вот здесь правильно дифференцировать, кто ты, друг мой. Ты — личность или ты раб сатаны? Ты будущий ангел или ты вечный раб? И решение принимаешь только ты, друг мой. Только ты. Никто не подскажет, никто не примет этого решения за тебя, потому что у тебя есть свобода выбора. И это твое решение. И это решение — это как печать. Жить или умереть. Но ставишь эту печать именно ты, друг мой. И в этом смысл. Смысл той свободы, которую нам даровал Господь своей милостью. И мы выбираем. Спасибо за свободу, Игорь Михайлович. Спасибо большое за щедрость. И спасибо за то, что сбрасываются Знаешь, камни и именно окрыляешься. нет никого более милостивого, чем Господь. Он очень щедр и детям своим. И это правда. Ведь это и есть истинная любовь. А истинная любовь — это когда ты делишься. Когда Совершенно ты сам правильно. генерируешь эту любовь и первым И в идешь этом навстречу. смысл, когда ты любишь. Когда любишь по-настоящему, не от ума, не под диктовку шайтана. Когда не требуешь ничего взамен, ты по-настоящему просто любишь. Когда ты являешься генератором этой любви. И вот только тогда, друг мой, ты получаешь настоящую любовь взамен от мира духовного. И она настолько бескрайняя, и она действительно окрыляющая. Ну, чтобы это понять, нужно это прочувствовать. Хотя бы столкнуться с маленькой капелькой, которая просто зажигает тебя изнутри. Это радость, счастье, которое настолько наполняет тебя. Знаешь, все об этом мечтают. В действительности, с самого детства, даже атеисты, до самого последнего вздоха, они мечтают, чтобы их накрыло любящее крыло, чтобы в них произошло дыхание Бога. Но сатана против. И просто своим выбором, своей искренностью и честностью, избавившись от страхов и от рабства, мы можем обрести жизнь. И вот эта мечта, она способна реализоваться у любого человека, у любого, если он действительно к этому стремится. Но на пути, как всегда, нужно приложить его усилия. Через что-то перешагнуть, произвести, знаешь, такую вот переоценку ценностей, посмотреть просто здраво и честно на все, что тебя окружает, взвесить свои желания, стремления, вот честно посмотреть. Тогда все становится на место. Знаешь, вот интересно, когда человек действительно начинает обретать духовный опыт настоящий, он понимает, перед ним начинают открываться такие истины, которые вот понять никто не сможет, будучи под пятой у сатаны. Почему? Потому что когда мы под сатаной, у нас столько ценностей, у нас столько всего. А когда человек хоть немножко свободы обретает, он понимает, что ничто в этом мире, вот в буквальном смысле ничто, нельзя сравнить или там поставить на, я не знаю, на единый уровень даже с одним глотком свободы. Даже одно мгновение любви Божией, оно гораздо ценнее, чем вот жизнь в этом мире, ну, скажем, обласканным, да излюбленным только ложной любовью. В этом смысл. Ну, знаешь, вот иногда я жалею, вот неискренне, иногда жаль, что Господь настолько милостив и справедлив. Почему? Поясню. Свобода выбора — это святое. Никто не имеет права нарушать. Но иногда хотелось бы даже тем, кто действительно погряз в этой трясине сатаны и не может даже вырваться оттуда, хотя бы чуть-чуть поделиться этой любовью. Вот, знаешь, вот хочется, чтобы хоть немножко человек почувствовал, что такое жизнь настоящая внутри. Чтобы спали эти шоры, знаешь. Это даже не шоры, это мешок на голове.
Вот чтобы упал он, чтобы человек прозрел хоть на мгновение, чтобы он увидел, что дарует Бог. И в чем погрязли мы в повседневной нашей жизни, о чем мечтаем, о чем думаем, какие ценности у нас здесь, в этой иллюзии. Вот хотелось бы, но Господь не только милостив, но и справедлив. Вы правильно сказали, что каждый человек ищет этот источник. Но, к сожалению, даже к счастью, его нет в тех внешних целях, которые он ставит, знаешь, потому что они как марево в пустыне. Ты права, но вот внутри что я океана? говорил, если дать человеку насильно любовь Божью, то мы лишим его выбора. Невозможно после этого не выбрать любовь Божью. И этим мы произведем насилие и примем решение за человека. А человек должен созреть как личность. Он должен сам, несмотря на все трудности, вот, как в одной из передач мы говорили, даже сатану в себе преклонить перед Аллахом, поставить его на колени перед самим Богом. Вот где смысл. Ну, так должно быть, друзья. Не кого-то где-то на колени ставить, а своего сатану. Собственное тело, собственное сознание. Заставить уважать Бога. Любить не заставишь сатану, но уважать можно заставить. И тогда даже в голове не услышишь ни одной мысли поганой. Потому что как только дьявол открывает рот на святое, ты его на колени перед ним, пока не пройдет глупость у него. А это тоже путь. И так поступали великие. Ну, это другое. То великие. А мы простые люди с вами. Поэтому хотя бы просто любить научиться. Это уже спасение. Правильно? И не о служении мы сейчас говорим, а о спасении. И разница здесь огромна. Так. То, что сейчас происходит, это величайшая, возрождающая любовь, окрыляющая человека. Любовь, которая дарит крылья, которая поднимает его в высоту. Спасибо за творение, спасибо за чувство свободы. Спасибо вам за все. Мне-то за что? За все, за любовь. Бога благодарить надо, а я всего лишь человек. Такой же, как та же плоть. И та же глупость порой. Порой. И огромный океан внутри. И все по воле Божьей. Так что, друзья мои, давайте честно, давайте искренне стремиться к Богу. Давайте просто уважать друг друга. Правильно? Да. И любить друг друга. Начнем с простого. Давайте делиться тем, чего у Бога в избытке. И чего Он нам по милости Своей дает так много, что порой кажется, как это все может в нас вмещаться. И это вынуждает нас делиться своей любовью со всеми. Правильно? Угу. Спасибо вам, Игорь Михайлович. Спасибо вам, друзья. Спасибо тебе, Татьяна. Спасибо. Давайте просто искренне любить друг друга, друзья. Спасибо, что вы есть.